Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекций. И самая большая сила этой уммы — это братство, которое в ней есть. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воспитывал братьев. И это сердцевина силы ислама. У ислама, мои братья, нет цвета. У него нет расы. У него нет нации. У ислама нет страны. В исламе нет ничего из этого. Ислам заявляет: «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Вы братья, братья на всю жизнь. Вот что посланник Аллаха воспитывал в сахабах. Он не говорил: «Я из Мекки, а ты из Медины». Нет. И это сила этой уммы. И неверующие этот момент просекли. Как только ты уничтожишь единство этой уммы, все, ты уничтожил ислам. Мои братья, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Твой брат в имане, имеется в виду твой брат в ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, дороже тебе, чем кто? Чем твой кровный брат». После битвы Бадр мусульмане взяли пленных. И Мус'аб ибн Умейр теперь мусульманин. А его брат не мусульманин, был на стороне противника. И брат Мус'аба ибн Умейра попал в плен. Смотрите, мои братья, это иллюстрирует, как сильно сахабы любили своих братьев в исламе. И вот после битвы при Бадре брат Мус'аба ибн Умейра был пленен. И потом, какой бы солдат не был взят в плен, он становился их рабом, становился их имуществом. И Мус'аб ибн Умейр проходил мимо и заметил, что его брат попал в плен. И он сказал мусульманину, его охраннику, он сказал: «Эй, крепче держи этого парня, у его матери много денег». И брат Мус'аба был просто в шоке. Он говорит: «Ты серьезно? Ты забыл, что я твой брат?» Он сказал: «Ты мне не брат, он мой брат». Почему, мои братья? Потому что ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах — это сила ислама. Мои братья, после одной из битв сахабы, это слово звучит круто и классно, но вы должны понимать, сахабы были как мы. Они совершали ошибки, они оступались, но они очень быстро исправляли это и улаживали. После одной из битв им досталось много трофеев, и сахабы собрались вместе и начали делить это между собой. Как мы это распределим? И каждый сподвижник высказывал свое мнение. И Абу Дар, который был арабом, чистокровным арабом, он сказал свое мнение. И потом Биляль, да будет доволен Всевышний Аллах, который был черным рабом. И в ответ на это Биляль сказал: «Абу Дар, слушай, я не согласен с твоим мнением, я думаю, надо сделать вот так. Я думаю, вот так надо поступить». И Абу Дар так рассердился, он сказал: даже ты, сын черной женщины, даже ты не согласен со мной? Громкие слова. Громкие слова. И Биляля это так задело. Это сильно его задело, и он побежал к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Остановимся на секунду. Если говорить на мужском языке, да? С точки зрения уличных понятий, что Биляль сделал, а? Пошел к посланнику Аллаха рассказать ему, что случилось, говоря нашим языком, что он сделал.
Он настучал. Что является стрёмным среди мужчин, не так ли? Мои братья, у него не было недугов в сердце, которые у нас есть. У нас же как? Попробуй, кто настучи. Тебе это, брат, ближайшие 25 лет будет припоминать легко. А у этого человека было такое чистое сердце. Он бросился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О пророк Аллаха, Абу Зар сказал мне вот так». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вылетел из дома, бросился к Абу Зару, схватил Абу Зара с яростью в глазах и сказал: «Абу Зар, ты человек, у которого все еще джахилия в сердце, ты человек, у которого все еще невежество в сердце». Абу Зар изменился в лице. Напрочь. И что вы думаете, он сделал? Он подтянул своих парней догонять Биляля? Нет, на самом деле. Смотрите, братья, мы говорим о сахабах, мы утверждаем, что любим их, что они наши образцы. Так посмотрим, как они разбирались. Абу Зар бросился на улицы Медины, разыскивая Биляля. И он нашел Биляля на улицах Медины. И он бросился к Билялю, упал на землю, положил голову на землю и сказал: «Биляль, клянусь Аллахом, я не уберу голову с земли, пока ты не наступишь на нее своей ногой и покажешь людям в Медине, кто из нас недостойный, а кто достойный». Что вы думаете, Биляль сделал? Идемте все сюда. Нет, 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 снова и снова. Все, проехали, замяли, забыли. Он опустился на землю, поцеловал Абу Зара и сказал: «Я прощаю тебя ради Аллаха, брат». Все, проехали, забыли. Куда исчезла такая любовь, братья? Где теперь такая любовь? Мои братья, все, что у нас есть, это мы сами. Только мы есть друг у друга. А мы вместо любви к братьям что делаем? Возвращаясь в наши дни, все эти уличные войны, они, мы, наш район, ваш район, наши парни, ваши парни. Эта отрава уже перешла в нашу религию. Теперь это в религии. Теперь этот шейх такой, а этот шейх сякой, а там вот так, а там вот эдак. Та мечеть, эта мечеть, Аллаху Акбар, что происходит? Что происходит? Что за сунни вы следуете? Что это за сунна? Братья, мы братья. Мы братья. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это умма, одно тело». Он сказал: «Да благословит его Аллах и приветствует, это умма». Смотрите. Посмотрите на аналогию, которую посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал нам. Он сказал: «Это умма, одно тело». Если одной части тела больно, кто чувствует это? Все тело чувствует это. Тот брат, который травится кокаином на улицах, и мы видим его в таком виде весь день. Но он мой брат. И он часть этого тела. И когда ему больно, мне больно. Это сестра, которая не носит хиджаб, и у нее 3-4 парня. Мы все здесь можем позорить ее и говорить: да-да, вот она какая, посмотрите. Потому что она из той части страны, потому что она отсюда или оттуда, ее родители такие, а она... Мы можем говорить так весь день. Но она моя сестра. И она часть этого тела. И когда ей больно, мне больно. Это ислам. И вот так сахабы решали вопросы друг с другом. Он сказал: это умма как единое тело. Когда часть тела болит, все тело мучается всю ночь в лихорадке и боли. Посмотрите на аналогию. Хочу спросить вас кое-что. Если я повредил этот мизинец, неважно, упал на пол, сломал его или порезал, неважно. Этот мизинец. В чем логика, в чем справедливость того, что из-за этого пальца, да, эта рука не может спать ночью?
Знаете почему? Потому что этот палец на этой кисти, а эта кисть на этой руке, а эта рука прикреплена к этому телу. И другие части также прикреплены к этому телу. Вот о чем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил.